Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем об убийстве мужчины 70-летним сожителем его бабушки. Он зашел, смотрит, голова в крови. Пенсионер 2 раза выстрелил ему в голову. От иномарки осталась груда металлолома. Это бесполезно, когда на тебя встречающий автомобиль. Крупная авария в поселке Киндири. А также сдали нервы. Видите, да? Внутри вещество коричневого цвета. Во время проверки документов мужчина признался, что везет наркотики. Это и не только прямо сейчас. 70-летний пенсионер убил 49-летнего внука своей сожительницы, выстрелив ему 2 раза в голову из обреза винтовки Маузер. Пострадавший в это время смотрел телевизор. Трагедия развернулась накануне в доме номер 135 по улице Фучика. На допросе мужчина сознался, между ними был давний конфликт. С места преступления репортаж Нафисы Минязовой. Если накануне здесь разворачивалась настоящая кровавая бойня, то сегодня о ней напоминают только следы крови напротив подъезда. Соседи говорят, что никакого шума вчера не слышали и беду, в принципе, ничего не предвещало. Однако дед в разговоре со следователями рассказал, что устал от каждодневных пьянок так называемого внука и выстрелил в него 2 раза из винтовки Маузер. Огнестрельные ранения оказались смертельными, но скончался мужчина только в больнице. Соседи рассказали, что в этот вечер видели деда, который шел к своей сожительнице. Его квартира в соседнем подъезде, но 70-летний мужчина переехал к своей гражданской супруге. Ее внук, 49-летний мужчина, жил с ними. Близких у него больше не было, родители скончались. О конфликтах в этой семье соседи не слышали и пьяного мужчину не видели. До вчерашнего вечера, когда женщина пришла к соседям с просьбой вызвать скорую помощь. Сказал, туда-сюда, что-то ему плохо, вроде того. Он зашел, смотрит, голова в крови, короче, и вызвал скорую. Скоро не приезжал, он сходил за скорой. Там не было так, чтобы мозги наружу, там, по всему там дому. Медики успели довести раненого до больницы, но 2 пулевых ранения в голову были несовместимы с жизнью. Тем временем его родная бабушка пыталась спрятать орудие убийства и отнесла винтовку соседке. Нам принесла. А что она сказала, когда принесла? Сказала, пусть полежит. Вы вопросов не задавали? Ничего не задавала, конечно. Я думала, от Сережки, может быть, чтобы ничего не случилось. Забрали обрез уже полицейские. Подозреваемого задержали. На допросе он рассказал, что купил оружие на рынке. Признался, что вечером поругался с внуком сожительницы. По предварительной версии, причиной стало пьянство мужчины и его нежелание работать. Пенсионер разозлился и выстрелил лежавшему на раскладушке мужчине в голову. После первого выстрела женщина поняла, что внук жив. Тогда он выстрелил еще раз. После таких признаний полицейские приехали уже за бабушкой и их соседкой, спрятавшей оружие. Но в отделение ехать они не хотели. Ждали, когда принесут пенсию. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. В ближайшее время пенсионеру должны избрать меру пресечения. Суд будет решать, опасен ли он для общества и стоит ли изолировать мужчину на время следствия. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Груда металлолома осталась от Део Матис после столкновения с автобусом на улице Азина в поселке Киндири. Ночью 44-летняя автоледи на скользкой дороге не справилась с управлением. Легковушку закрутила и выбросила на встречную полосу, где ее и снес многотонник. Водитель общественного транспорта признался, избежать аварии очень хотел, но сделать ничего не мог. Подробности происшествия у Рамиля Шайдулина. После аварии на место незамедлительно прибыли как спасатели, так и медики. Помощь последних потребовалась 44-летней женщине, водителю Део Матис. Пострадавшую погрузили в медицинский автомобиль и срочно госпитализировали. Она в сознании, что-то... Как рассказал водитель автобуса, легковушку занесло на повороте, после чего она оказалась на полосе встречного движения. Через секунду они столкнулись. Микролитражка превратилась в груду металлолома. Повезло лишь с тем, что удар пришелся в заднюю часть легкового автомобиля. Иначе у водителя вообще бы не было шансов выжить. Реагировать успел, затормозил. Это бесполезно, когда на тебя встречающий автомобиль. Вы пустой были, да? У вас пассажиров нет? Да. Уже на базу возвращались? В расследовании происшествия помогут записи видеорегистратора, находящегося в салоне автобуса. Но и без него понятно, что этот участок дороги был покрыт льдом. Некоторые автомобилисты, засмотревшиеся на аварию при запоздалом торможении, сами едва не попали в аварию по той же самой причине. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. «Вызов 112».
2 человека пострадали в серьезной аварии на Горьковском шоссе вечером по принципу домино. Там столкнулись 4 автомобиля. Предполагаемый виновник аварии – водитель грузовика. Мужчина не сумел остановить 16-тонную машину и попросту начал таранить стоящие автомобили. Последствия увидела Айгуль Батрудинова. К месту происшествия приехали сразу 2 кареты скорой помощи. Медики осмотрели пассажирку Лады Гранта. У девушки было подозрение на легкое сотрясение мозга. Также врачи оказали помощь 34-летнему водителю Nissan Note. А у вас как самочувствие? Ушиб позвоночник. Вы сейчас поедете в больницу? Да, машину отгоню. Основной удар приняла на себя Лада Гранта, за рулем которой находилась 21-летняя автоледи. Отечественная легковушка превратилась из седана в хэтчбэк. Следом удар пришелся на Nissan, который затем отбросил на остановившийся Infiniti. Всего столкнулись 4 машины. На светофоре стояли, и сзади фура нас догнала всех. Впереди стоял внедорожник, благо он услышал удар, успел отъехать. С наименьшими повреждениями остался. Водитель же грузовика, перевозивший почту, рассказал, что видел стоящие машины, но не мог избежать аварии из-за скользкой дороги. Я ехал 30 километров, сейчас нормально. Они тормознули, лещи, легкие остановились, там нагруженные. Юзом дал, она АБС работал, только 16 тонн задавила. Впрочем, все это вряд ли поможет водителю избежать ответственности за произошедшее. Правила предписывают выбирать скорость с учетом погодных условий и состояния дорожного полотна. Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. 89-летняя бабушка и 86-летний дед стали жертвами огня в селе Старый Юраш Елабужского района. Сообщение о пожаре поступило поздней ночью от очевидца. Огнеборцы прибыли на место за считанные минуты, но пламя успело полностью охватить дом и надворные постройки. Тело мужчины обнаружили в погребе, останки женщины в подполе. Общая площадь пожара составила больше 350 квадратных метров. Сгорели дом, баня, гараж, 3 сарая и трактор. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. 2 человека пострадали в результате хлопка газобаллонного оборудования в легковушке. Взрыв произошел в Зеленодольском районе. Горения в Ладе X-Ray не было. 41-летний водитель и 45-летний пассажир отделались термическими ожогами головы 1-й и 2-й степени. Их госпитализировали в РКБ. Причина происшествия устанавливается. 35 миллионов рублей заработала на обналичивании денег группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью в Набережных Челнах. Сотрудники управления экономической безопасности установили, что все 17 человек, входившие в эту группу, были связаны еще и с семейными узами. Схема была стандартная. Перевозили деньги клиентов на подконтрольные фирмы, затем через цепочку фирм-однодневок отмывали и обналичивали. И за вычетом комиссии отдавали заказчикам. 3 из подозреваемых планировали скрыться, но были задержаны в аэропорту. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание предусмотрено санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до 7 лет. Экс-автоинспектора, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки, разыскивает полиция. В отношении 27-летнего Радика Бадреддинова уже возбуждено уголовное дело. Известно, что его жертвой в конце февраля стала 16-летняя студентка Лениногорского колледжа. В это же время и скрылся подозреваемый. Город он покинул на автомобиле «Рено Логан». Из органов мужчину уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. На вид мужчине 25-30 лет, рост 180-185 сантиметров. Худощавого телосложения, темные волосы. Всех, кто обладает информацией о местонахождении предполагаемого злоумышленника, просят обращаться в полицию. С наркотиками из Челябинска ехал 30-летний водитель автомобиля Nissan. Доехал до Автограда, там его остановили на контрольном посту. И у мужчины не выдержали нервы. Где и что именно он прятал, знает Рамиль Галиуллин. Под капотом с правой стороны, где аккумулятор. Сам туда ложил? Да. У него сдали нервы. Волнение заметили полицейские. И когда они решили задать ему единственный вопрос, везет ли он что-либо запрещенное с собой из Челябинска, ответил кратко «да». И после даже показал, где именно. С надписью «Евро». Убираем перчатки. Евро X5. Автоинспекторы вскрыли запакованный сверток и обнаружили там то, что искали. Видите, да? Внутри вещество коричневого цвета. Позже экспертиза показала изъятое гашиш весом в полкилограмма. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на незаконные производства, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить вплоть до 20 лет лишения свободы. Рамиль Галиуллин, Нафиса Минязова, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.